В один из жарких дней августа группа уфимских энтузиастов из башкирского отделения Русского географического общества за считанные часы перенеслась в Африку и в Австралию. Несколько лет здесь, в Гафурийском районе, существует диковинная ферма, на территории которой живут не только страусы, но и верблюды, ламы, яки, барсуки и лисы, павлины и другие диковинные птицы. Впрочем, водоплавающих здесь хватает и в водоемах, расположенных рядом с санаторием Красноусольск. Соленая минеральная вода нравится кряквам. Во-первых, убивает паразитов в перьях. Во-вторых, даже зимой эти целебные источники не замерзают. А в-третьих, отдыхающие всегда подкинут корку хлеба. Хотя это и неправильно. Посетив чудотворные источники Усолки и знаменитый грот Табынской иконы, участники экскурсии выехали в районный центр, в Краеведческий музей, в сопровождении председателя местного отделения РГО Айрата Минибаева. Музей района сравнительно небольшой. Пока здесь, как и в других районах республики, основные местные достопримечательности – это окаменелые остатки бивней, черепов доисторических животных, моллюсков. А куда деваться, если несколько сотен миллионов лет назад на территории нашего края плескались воды древнего океана? Так совпало, что в момент посещения районного центра рядом с Дворцом культуры велись работы по завершению памятника, посвященного годовщине Отечественной войны 1812 года. 205 лет назад башкирские воины стали известными во всей Европе северными амурами. В честь своих земляков местные энтузиасты строят этот величественный ансамбль из камня. Весьма неожиданно. Это мой брат. Вот это вот авторучку мы вручаем. Как раз, кстати, я думала, что вот еще более подходит под этот цвет. Ух ты, целый комплект. Для эскизов, для новых работ. Не было бы счастья, да, друзья помогли, да. Поездка по Гафурийскому району показала, что потенциал в этих местах для развития внутреннего туризма вполне достаточен. Особенно он привлекателен для жителей Уфы. До Красноусольска рукой подать, можно обернуться засветло за один выходной. Посетить местные достопримечательности, искупаться в минеральных источниках, натереться лечебными грязями, попить целебной воды, поклониться святыням. Вот мы поедем как раз, Роберт там ждет, потому что они пораньше приехали. Ладно. Краснокамский район, деревня Старый Буртюк. Мало кто знает, что 86 лет тому назад здесь произошла трагедия, которая потрясла весь мир. Ей были посвящены заголовки почти всех европейских газет. 12 сентября 1931 года в небе над Башкирией произошла авиакатастрофа. Французский самолет Д-33, совершавший беспосадочный перелет по маршруту Париж-Токио, потерпел крушение. Один из пилотов спасся, спрыгнув из падающего самолета на парашюте. Второй пилот и механик разбились. Была точно такая же погода. Шел моросящий дождь. Как оказались французские летчики на нашей территории, это началось в 1930 году. Французская самолетостроительная компания построила 2 самолета Д-33 Диву-1. И с первых дней появления самолетов началась битва, соревнования авиаторов за скорость, за высоту, за скорость, за дальность полета и за грузоподъемность. Первыми шли итальянцы, и французские авиаторы решили пойти на установление мирового рекорда по дальности полета. Воздушное пространство СССР, они вошли со стороны Варшавы, Москву пролетели после второй половины 11 сентября. Погода была хорошая, потом трасса, тогда называлась воздушная линия, пролегала Москва-Горький, Казань, Янаул, Свердловск. Они взяли курс на юг и оказались в воздушном пространстве нашей республики. Погода ухудшилась. И в это время у них к ним пришла еще другая беда. Это неисправность двигателя, по одним данным, по другим рассказам, по воспоминаниям Марселя Дарре, услышал был хлопок в районе крыла, и самолет начал терять управляемость.
Первыми об этом далеком происшествии начали собирать сведения калтасинские краеведы. В местном музее даже есть стенд, посвященный французским летчикам. Когда-то деревня Старый Буртюк относилась к Калтасинскому району. Сегодня в ней живет заслуженный пенсионер, бывший учитель Салих Низамович Низамов. Он единственный косвенный свидетель той катастрофы. Место падения ему показал отец. Здесь еще в 13-летнем возрасте мы с отцом пасли коров, жителей устья Танапа. И здесь мой отец мне рассказывал об этой истории. Далее он мне показывал место падения. Вот эта траншея, яма тогда была довольно свежая еще. Вот. Ну, сейчас очертания стерто, немножко, все-таки можно угадать. Далее, вот это довольно было глубокое. Сейчас вы видите, самолет, видимо, врезался с той стороны. Здесь копали яму, скажем, могилу для временного размещения тел погибших. И они какое-то время они находились здесь. И можете даже идти посмотреть, то ли матушка природа посадила куст боярышника, как памятник этим погибшим. На месте временной могилы, где жители села захоронили французов, сегодня растет куст бузины. Позже приехавшие работники ОГПУ увезли тела в Уфу. Оттуда со всеми почестями сопроводили в Москву и дальше в Париж. Во Франции Жозеф Ле Брикс и Рене Месмин признаны национальными героями, покорителями неба. В их честь названа улица в Париже. Когда я бывал в Париже, я часто проходил мимо улицы, которые названы именем Ле Бри и Месмена. Тогда я еще не знал, кто это такие. Когда я стал этим интересоваться, я с удивлением обнаружил, что местом их гибели значится Уфа. Я выяснил, что это французские авиаторы, очень известные авиаторы, которые потерпели катастрофу в небе над Башкирией в 1931 году. Во Франции они считаются национальными героями. Об этом говорит хотя бы тот факт, что прощание с ними состоялось в соборе Парижской Богоматери. Через год после смерти Ле Бри о нем была написана книга, предисловие которой написал известный французский писатель Антуан де Сент-Экзюпери, который сам лично был знаком с Жозефом Ле Бри. Кстати, что касается самого самолета Д-33. Это была первая в истории крылатая машина, полностью собранная из алюминия. По словам Салиха Низамова, ОГПУшники тщательно собирали все ее детали. Конечно, позже самолет был передан французам. Однако стоит отметить, что вскоре после этого случая в СССР появился аналог Д-33, самолет, на котором свои рекордные полеты совершил Валерий Чкалов. Самолет был построен в 1930 году с применением современных технологий того времени и полностью металлической конструкции, и воздушный винт даже был металлическим. Двигатель имел мощность 650 лошадиных сил. Расчетная скорость у Земли была 245 км в час. Предполагаемая практическая дальность 11 тысяч километров. В ближайшее время Русское географическое общество планирует провести раскопки на месте падения самолета с помощью башкирских поисковиков с применением специальных приборов. А в будущем здесь будет установлен памятный знак. Каждый народ должен знать свою историю. Те, кто не знает свою историю, не знают ничего практически. И вот я, живя сколько лет на территории родного Краснокамского района, вот услышала вот эту историю. Вот Рифкат Карамович позвонил на словах. Когда он мне сказал, что здесь такое крушение, падение самолета было, что это такой год, что 2 летчика спаслись, вернее погибли, 1 спасся. То есть, действительно, я сразу задавала вопрос и бывшему директору районного историко-краеведческого музея, совету ветеранов. Мы эту тему подняли, и вышла у нас огромная статья на страницах нашего районной газеты. История – это те моменты, которые наше поколение должно знать. И вообще вот такие мероприятия, огромное спасибо, конечно, кто вот сегодня начал эту работу. Эту работу нужно продолжить и поставить какой-то памятный знак в память вот этого события. И в плане патриотического воспитания подрастающего поколения это событие имеет огромное значение.
Представители Альянс Франсес Уфа надеются, что французская сторона тоже примет активное участие в увековечивании памяти французских пилотов на башкирской земле. И это станет еще одним шагом в укреплении дружественных связей между Россией и Францией. Наша организация Альянс Франсес Уфа объединяет друзей французского языка, французской культуры и истории. И, конечно же, этот случай не остался вне нашего внимания. Я очень рад, что совместно с Русским географическим обществом, его башкортостанским отделением, в настоящее время мы ведем работу по поиску партнеров как во Франции, так и в России, и у нас в Башкирии, для того, чтобы достойно увековечить память погибших героев. Вот и лето прошло, правда, еще не бабье. Середина сентября очень даже порадовала. У действительных членов Русского географического общества завершилась пора летних экспедиций. Члены Совета Башкирского регионального отделения наконец-то собрались, чтобы подвести итоги своей работы с начала 2017 года. Наконец, период отпусков экспедиции завершился, и мы можем собраться. Несколько у нас хороших поводов, тем более есть. Ну, начнем, наверное, по повестке дня. Первым пунктом стоит отчет о проделанной работе башкирского отделения за летний период. За лето была проделана большая работа. Исполнительный директор башкирского отделения РГО Рима Галеева сообщила Совету о том, что на местах в районах Башкортостана было создано рекордное для России количество местных отделений Русского географического общества, причем действующих. Лучшие местные отделения также создали свои сайты Янаульское, Бураевское, Бежгулярское и Лишевское. И на сегодняшний день 24 попечительских совета. За сравнительно короткий срок исполнительная дирекция башкирского отделения РГО сумела воплотить в жизнь несколько важных проектов. О них сообщил заместитель исполнительного директора Леонид Соколов. Один из проектов – создание медовой деревни, привлекательного туристического центра на территории санатория «Зеленая роща». Кто нам помогал, кто, значит, участвовал в разработке. Это ученые БГУ, Аграрного университета, ВЭГУ, администрация президента помогала нам и Министерство экологии. Еще один знаковый проект – строительство гавани для яхт и маломерных судов на реке Агидель в Уфе. Она будет построена на набережной под памятником Салавату Юлаеву. Ты держи свое, а вы свое. Семьями выступают. Самый торжественный момент заседания. Председатель Башкирского регионального отделения Русского географического общества Камиль Зиганшин вручает удостоверение новым действительным членам. Заслужить это право непросто. Например, совершить путешествие по самым экзотическим странам Южной Америки. Очень серьезный путешественник. Огромную работу ведет по популяризации башкирского отделения Русского географического общества. Не только в России, но и за рубежом, особенно в Южной Америке. Еще один торжественный момент итогового заседания Совета. Поздравление с 80-летним юбилеем одного из старейших членов Русского географического общества, заслуженного учителя России, мастера спорта СССР по туризму, заслуженного путешественника России, почетного краеведа Республики Башкортостан Вадима Александровича Марушина. Есть у нас гигант Глыба. Это человек, с которым я боюсь здороваться. У него 80 лет, лапа как у медведя. Кости хрустят, я его всегда, это говорю, осторожнее. Я сам крепкий, это как пожмут некоторые пищат. Ну, я с ним не могу сравниться. Это человек 80 лет обладает физической силой Юрия Власова, наверное. Еще один юбиляр – Ришат Сулейманов, активный член РГО, участник многих экспедиций, в том числе и снегоходных по территории Башкортостана. Кстати, очень скромный человек. Сколько раз мы обращались, никогда не было отказа. Любую помощь оказывал, ну, посильную. Мы тоже не наглели. Спасибо, как это рассказывали. Совет регионального отделения РГО ознакомился с итогами экспедиции башкирских спелеологов на Памир, с работой спелеологического клуба имени Насонова по экологическим работам Бачьей пещеры Киндерлинская. Ежегодно гору Большой Ремель посещают десятки тысяч туристов, в день по 500-700 человек. Вторая по величине вершина Южного Урала издавна считалась у башкир священной. Для обычных людей она была закрыта. Сегодня очень многие считают долгом забраться на седло богатыря.
Особенно Еремель популярна у экзотериков и любителей загадок. В составе же нашей небольшой экспедиции на Большой Еремель победители республиканских конкурсов и фестивалей, талантливая молодежь. Ребят собрала благотворительная общественная организация «Золотое кольцо Башкортостана». Они уже знаменитости сами для себя. И мы надеемся, что благодаря этому проекту они станут на самом деле знаменитыми и состоявшимися в жизни. Общественная организация «Золотое кольцо Башкортостана» как раз вот занимается продвижением наших людей, нашей республики, бренда нашей республики, узнаваемости нашей республики и наших людей, которые проявляют себя в творчестве, в спорте или в других каких-то своих начинаниях. И вот мы выявляем таких интересных людей благодаря проведенным конкурсам и, скажем так, объединяем их. Для многих участников восхождения и знакомство с Еремелью состоялось впервые. Почти все что-то слышали и что-то знают об этой горе. Однако подняться на ее вершину удается не всем. Она расположена на северо-востоке Белорецкого района и на северо-западе Учелинского. Представляет собой двухвершинный массив, в который входит Большая Еремель с платообразной вершиной Кабан, что в переводе с башкирского означает «сток», высотой 1582 метра, и Малый Еремель высотой 1449 метров над уровнем моря. Протяженность горы с северо-востока на юго-запад составляет 12 километров, а с северо-запада на юго-восток 8 километров. В подножии горы расположены истоки нескольких рек, впадающих в Белую. Подъем на вершину Большой Еремели происходит по курумам. Камни небольшие и живые, нужно быть очень внимательным и осторожным. При подъеме наблюдаешь смену 4 высотных поясов, от горно-лесного пояса до горной тундры. Здесь произрастает 57 видов растений, занесенных в Красную книгу. Причем 13 являются эндемиками. В 2010 году был образован природный парк Еремель. Отметившись у работников природного парка и заплатив деньги за входной билет, начинаем свое восхождение. Заблудиться на Еремеле, особенно зимой, дело обычное. Сотовая связь отсутствует, троп очень много, их можно перепутать и вместо одной точки выйти в совершенно другом месте. Например, за 100 километров до ближайшего жилья. Вот и мы немного поплутали, вместо Большой чуть не ушли на Малую Еремель. Спасибо интуиции участника нашей экспедиции Айнура Галиудинова, который уже бывал здесь. За 3 часа мы прошли 7 километров и, наконец-то, на вершине. Много на своем веку, наверное, повидала Большая Еремель. Но, скорее всего, звуки флейты на вершине горы еще не звучали. Самый молодой участник восхождения, 17-летний музыкант из Уфы Яромир Грачевский, окунул нас в волшебный мир музыки. А танцор из Сибая Ильнур Хатмуллин даже не поленился взять с собой на вершину башкирские национальные костюмы. Был дан целый концерт на вершине горы. Ильнуру помогает единственная в нашей группе девушка, воспитатель детского сада из Салавата Алия Нурмухаметова. В составе музыкального ансамбля «Калейдоскоп» она стала призером туристического слета «Турфест-2017» и получила сертификат на восхождение. На Еремеле впервые, и чувства от этого приключения переполняют ее. Команда дружная, ребята молодцы. Я из всех ребят оказалась одной девушкой, они мне помогали всячески. Я им благодарна. Очень хорошая команда. Делаем небольшой перекус и до свидания, Еремель. Предстоит долгий и непростой спуск. Внизу у подножия нас ждут еще дела. Восхождение и спуск с Большой Еремели заняло у нашей группы 8 часов. Трудновато было дышать, устали спина и ноги, однако все это мелочи по сравнению с ощущениями на вершине. Еремель очень капризная гора, может и не пустить к себе, но нам повезло. Даже грозовые тучи обошли стороной вершины. Видимо, не грешили. В первую очередь хочется выразить благодарность за предоставленную возможность организаторам. Это для меня впервые получил такие ощущения, прилив энергии, бодрость. Была замечательная компания,
общение. Базовый лагерь экспедиции расположился в уютном кемпинге «Иремель». Кстати, по опросам общественного мнения, «Иремель» был признан самым комфортабельным для отдыха кемпингом. После восхождения здесь можно хорошо отдохнуть, принять душ, попариться в русской бане, пообедать или поужинать в кафе. Оксана Субхангулова осталась в кемпинге вместе со своим маленьким сыном Рафаэлем, пока ее супруг Ильгиз в составе нашей группы ходил на «Иремель». Ой, вообще здесь такие условия замечательные. Мало того, что природа красивая, мы ходили с камнями, играли. Здесь есть площадка, которую построили специально для таких, наверное, маленьких детей. За вчерашний день появилась песочница здесь. Ну, а из природы мы вчера ходили на речку. Спускались вниз, там речка шикарная, вид шикарный. Встретились с людьми, которые ходят бородами. Вот было очень, конечно, очень интересно. Кстати, из рук дирекции общественной организации «Золотое кольцо Башкортостана» руководство кемпинга получило сертификат, свидетельствующий о том, что «Иремель» по опросам общественного мнения является самой комфортабельной турбазой. Выбрана почему эта база самый, скажем так, сертификат получила как самая лучшая база? Потому что один из самых критериев таких – это комфортность проживания, удобство и, скажем так, ну какая-то, может быть, определенная аура, которая привлекает сюда людей. И вот по этим критериям эта турбаза, она на самом деле замечательная, на ней очень хорошо отдыхается, все созданы условия для комфортного проживания людей, питание отлично организовано. Вот по всем этим критериям мы выбрали, что и самое главное, не только мы, и люди, которые здесь отдыхали, именно отметили, что эта турбаза и является лучшей. В последнее время гостей на базе стало больше, впрочем, как и в других кемпингах у подножия Иремеля. Хозяин базы Сергей Дарук связывает это напрямую с конкурсом «Уральский барс», объявленным этим летом башкирским региональным отделением Русского географического общества. Участники проекта должны совершить восхождение на 7 тысячников Южного Урала, в том числе и на Большую Иремель. Выполнившие все условия получат нагрудный знак и удостоятся звания «Уральский барс». В последнее время приток туристов увеличился на гору Иремель. Приезжают с разных регионов, с Башкирии увеличился приток. И в рамках Русского географического общества по программе «Снежный барс» это увеличился приток туристов. Все приезжают, поднимаются на гору Иремель. За день это 750 до 1000 человек поднимается на гору Большой Иремель. И, пользуясь случаем, хочу пригласить всех жителей республики, кто занимается спортом, туризмом, активным отдыхом. Приезжайте на гору Иремель. Всегда рады вас видеть. Танцевать с ней просто, потому что сверху маленькая. После восхождения у его участников даже хватило сил дать целый концерт в уютном кафе местной турбазы. Ребята познакомились с известным челябинским писателем, автором нескольких сборников стихов об Иремеле Сергеем Семянником. Вновь звучала флейта Яромира Грачевского, таинственные и чарующие звуки глюкофона. Поездка на Иремель надолго останется в памяти у ее участников, а впереди новое. В начале сентября в Уфе пройдет музыкальный фестиваль «Белая река». Победителей песенного конкурса «Золотое кольцо Башкортостана» планирует вывести с подобной поездкой в один из живописных уголков республики.